Здравствуйте, на телеканале ВСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Республика с разных ракурсов. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас в башкирской традиционной юрте. Как минимум еще около 100 стран мира узнали больше о Башкортостане после презентации, которая прошла в Министерстве иностранных дел страны. Достижение региона отметил и глава МИД Сергей Лавров. Сегодня Башкортостан одна из ведущих индустриальных и агропромышленных республик Российской Федерации. Упали в грязь лицом. Мне кажется, это стыдно должно быть. Во-первых, это было мое поручение. Во-вторых, если бы вы там блистали чистотой этих ваших районов, может быть, я бы молчал, сидел. Не все муниципалитеты выполнили поручение главы республики по приобретению очистной коммунальной техники. Почему это действительно важно? Все растаяло, пыль есть, поднимается, но с ребенком, вот с коляской закрыто, но невозможно пройти. Не остались в стороне. Огромные слова благодарности нашим добрым соседям Башкирии. Просто вот по одному звонку быстро перемещаются, передислоцируются, приступают к работе. Они большие молодцы. Какую помощь Башкортостан оказал пострадавшей от сильнейшего паводка Оренбургской области? Спасатели на первых порах не только эвакуировали, но и доставляли продукты, лекарства. Бои мирового уровня. Впечатления вообще ошеломляющие, столько эмоций меня переполняет. Завоевал все-таки этот пояс, бой дался мне тяжело. Башкирские боксеры оказались в числе сильнейших на международном ринге. Расскажем о главных боях Ночи чемпионов, которая состоялась в Уфе. Башкортостан стал еще известнее на международной арене. Представители почти 100 стран посетили презентацию республики в культурном центре при МИД России. В Москве наглядно представили достижения, а также экономический, инвестиционный и туристический потенциал региона. С достижениями ознакомился и глава МИД Сергей Лавров, который признался, что Башкортостан оставил определенный отпечаток и на его жизни. Как это было, расскажет Полина Затолокина. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас в башкирской традиционной юрте. Кто к кому приехал в гости, сказать трудно. В миниатюрную копию Башкортостана на время превратился культурный центр при Министерстве иностранных дел России. Здесь впервые с 2003 года прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала республики. С достижениями региона Ради Хабиров ознакомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Сегодня Башкортостан одна из ведущих индустриальных и агропромышленных республик Российской Федерации. Республика регулярно входит в число регионов, лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата России. Без прошлого нет ни будущего, ни настоящего. Поэтому во дворе перед центром демонстрировали то, что веками формировало башкирскую культуру. Пчеловодство, национальная кухня, создание традиционных украшений. Обо всем этом не только рассказали, но и показали. То, что потеряно нашими родителями, вот эти нагрудные украшения, теперь потихонечку их возрождает. И молодежь очень любит и носят теперь и вечерними платьями вот это украшение, и башкирскими платьями. А внутри другие важнейшие элементы национального колорита, известные далеко за пределами республики. Это мужество батыров, защитников Отечества, знаменитые уроженцы Башкортостана и огромное природное богатство. Например, копия наскальных рисунков в пещере Шульганташ. По словам Сергея Лаврова, Башкортостан был и остается одним из опорных регионов страны, а также ярким примером крепких дружественных отношений между представителями разных народов и конфессий. В республике проживает 110 национальностей, которые исповедуют разные религии, знают разные языки. И, конечно же, в основе согласия между ними, как и между всеми народами Российской Федерации, взаимное уважение, бережное отношение к традициям, к истории, к вере, к жизненному укладу, к обычаям. Ну а на мультимедийных стендах то, чем республика так привлекает зарубежных партнеров и инвесторов. Достижения в промышленности, образовании, спорте и, конечно же, внешней торговле. Мы живем по принципам, что мир очень открыт.
Мы активно занимаемся внешнеэкономической деятельностью. Мы абсолютно убеждены и верим, что этот мир очень-очень многообразен. И в нем очень много талантливых, ярких, сильных народов и государств, которые вносят свой существенный вклад как в мировую экономику, так и в человеческий прогресс. Именно поэтому Башкортостан активно, подчеркиваю, занимается внешнеэкономической деятельностью. Особенно плотно Башкортостан сотрудничает со странами, в которых организованы представительства республики. Это Турция, Казахстан, Узбекистан, Китайская Народная Республика, а также Республика Беларусь. После форума регионов, который прошел в Уфе прошлым летом, получили развитие несколько совместных проектов. После форума регионов прошло уже много событий. И премьер-министр Республики Беларусь посетил Уфу неоднократно. Делегации Башкортостана посещали Минск. Как сегодня сказал Ради Фаритович, мы завершили один большой проект строительства завода «Амкадор» по производству зерносушильных комплексов. Дали старт новому строительству. Уже в этом году Уфа примет форум регионов Россия-Казахстан. Это доказывает, что фокус внимания руководства республики все больше смещается на азиатские страны. Так, на набережной реки Белой вовсю идет строительство колоннады, копии строения в городе Сухум. К слову, пенсионеры республики могут сами увидеть оригинал в столице Абхазии, благодаря проекту «Башкирское долголетие». Выражаю огромную благодарность руководителю вашего региона. И мы и в дальнейшем будем сотрудничать очень плотно, потому что нас связывает очень много, и культура, и история. За предыдущий год товарооборот со странами Азии вырос в 3 раза, а с африканскими государствами – в 6. В планах развития сотрудничества и с Латинской Америкой. Мы приехали из Панамы, и у нас есть большое желание построить отношения с Республикой Башкортостан в разных сферах, в том числе в области культуры, установить парламентарные отношения. Привлекает зарубежных партнеров и башкирский туризм. По словам Радия Хабирова, это одно из приоритетных направлений развития региона. Запускаются авиасообщения с зарубежными столицами, популяризируются природные туристические локации республики. В любви к горным сплавам по Инзеру признался и министр иностранных дел России. Он пригласил гостей презентации посетить Башкортостан, особенно в год 450-летия Уфы. Башкортостан расположен на стыке Европы и Азии, в самом центре того самого евразийского континента, который сейчас становится мотором развития мировой экономики, мировой инвестиционной деятельности и, я бы сказал, мотором развития сопряжения мировых цивилизационных процессов. Один из ведущих индустриальных и агропромышленных субъектов страны. Федеральным слушателям Башкортостан представил себя как самобытный и динамично развивающийся регион. С новой стороны он открылся и для 105 государств, с которыми сотрудничает республика. А после этой презентации их число должно еще увеличиться. Полина Затолокина и Артур Ханов. Итоги недели. Москва. Не остались в стороне. Вот уже 2-ю неделю башкирские спасатели помогают пострадавшим от сильнейшего наводнения в Оренбургской области. По поручению Радия Хабирова в соседнем регионе действовал сводный отряд в составе 33 человек и 10 единиц техники. Специалисты из республики оказывали помощь жителям Орской и столицы области, где под водой оказались тысячи домов. Местным властям пришлось объявить эвакуацию жителей, отключить в подтопленных районах электричество и водоснабжение. В качестве гуманитарного груза из Башкортостана было отправлено порядка 200 тонн питьевой воды. Наш корреспондент Азат Садри побывал на месте ЧП. Такого мощного паводка жители Оренбургской области на своем веку не припомнят. В этом году река Урал поднялась до небывалого уровня в 12 метров. Все попытки местных жителей, волонтеров и спасателей остановить большую воду, отсыпав дополнительные дамбы, были тщетны. Сады, частные дома и коттеджные поселки один за другим уходили под воду. Дальше стихия вплотную подошла к многоквартирным домам, затопив первые этажи. Власти были вынуждены объявить масштабную эвакуацию. На помощь соседям по поручению Радия Хабирова выехал сводный отряд спасателей Республики Башкортостан. Вот как-то так. 150 метров. Поверните налево.
Спасателям приходится работать в круглосуточном режиме. Откачку воды производят сразу в нескольких районах Оренбурга. Из-за паводка на подтопленных территориях пришлось отключить электричество и подачу воды. Ее пока нельзя использовать даже для технических нужд, не говоря уже про употребление в пищу. И это стало второй большой проблемой. По поручению главы Республики Башкортостан Радифа Фаридовича Хабирова уже отправлено более 170 тонн воды. В первую очередь наши соседи просят воду, потому что ее не хватает. Конвейер на заводе по розливу красноусольской минеральной воды в Гафурийском районе работает в 2 смены. Производительность в сутки 80 тысяч бутылок по 1,5 литра. И это не считая тары другого объема. На отдельных поддонах гуманитарная помощь для жителей Орска. В Орск гумконвой сопровождал спецавтомобиль. В пункт назначения фуры доехали глубокой ночью, а уже утром началась разгрузка. Всего на территории пострадавшего от воды города открыты несколько таких пунктов, куда привозят гуманитарную помощь со всей России. Кроме воды, это постельные принадлежности, продукты питания, средства личной гигиены. Были затоплены огромные площади, огромные массивы. Многие люди остались без крова. Но вот в этой ситуации наши регионы пришли нам на помощь, протянули руку помощи наши ближайшие соседи. Здесь вот в первую очередь хочу сказать огромное спасибо Республике Башкирия, ее главе Радию Хабирову, всем тем предпринимателям, организациям, которые в этот трудный час протянули руку помощи городу Орску, Оренбургской области. Уровень воды на улицах Орска постепенно снижается, обнажая последствия небывалого паводка. Перед стихией не устояли даже трамвайные пути, которые буквально смыло. Повреждены 1000 домов и зданий, повалены линии электропередач. Где-то уже начались ремонтные работы, где-то они еще только предстоят. Мы тем временем следуем за военными, которые развозят красноусольскую воду местным жителям. Пока жители стоят в очереди за гуманитаркой из Башкортостана, успеваем поговорить с ними о наболевшем. Вообще нет воды уже 3-ю неделю. Сегодня вообще даже школьников. Сегодня даже школы все отменили. Воды нет питьевой. В больницах нигде. Да не питьевой, даже с крана не текет вода. Даже с крана. Ну, ясное дело, и бытовой. И... Люди с луж черпают воду, чтобы смыть унитазы и все остальное. Мыться негде. Вот Башкортостан уже 7-ю колонну гуманитарцев отправляет. Вот что может жителям республики сказать? Спасибо жителям Башкортостана, что они вот оказали нам помощь. Мы уже заикаться, мы уже разговаривать нормально не можем. В круглосуточном режиме сводный отряд Республики Башкортостан продолжает работу на затопленных территориях Оренбурга. Микрорайон Солнечный жилого комплекса «Изумрудный город» сейчас больше похож на Венецию. Только вместо гондол тут резиновые лодки. Для жителей большая вода стала полной неожиданностью. Раньше паводок сюда не доходил, но на этот раз река Урал разлилась до рекордного уровня. Ну как бы вот здесь вот идет дорога. Мы 4 суток отстраивали дамбу. Совместно с жителями застройщик выделил технику. Подсыпались, мониторили, ставили метки, ловили уровень. 4 суток продержались. 5-е сутки Урал стал подниматься, но мы еще сдерживали ее. Получается, 5-е сутки в ночь мониторинговые группы проходили частный сектор, вот здесь в лесополосу. Обнаружили оттуда большой приток воды. Сводному отряду постепенно удается снизить уровень воды, откачивая по 500 кубометров в час. Жители начали возвращаться в свои дома. Местные жители очень сильно удивлялись, что мы приехали из Уфы для оказания помощи им в такой беде. Ну, а когда мы начали работать, то благодарности, можно сказать, не было предела. Они очень благодарят, говорят, что вы такие молодцы, и без вас бы у нас было совсем все плохо. Спасатели на первых порах не только эвакуировали, но и доставляли продукты, лекарства. Если кто-то заболел или какая-то беда, то увозили опять-таки в медицинские организации. По словам местных жителей, им было очень радостно, когда они переехали в этот новый микрорайон. Здесь очень комфортно, вдали от какой-то городской суеты. Много пространства для игр. Вот есть детская площадка, большие проезды, то есть с парковочными местами, говорят, проблем не было. Но, как видите, сейчас автомобилей в этом дворе нету. Единственные транспортные средства, которые здесь передвигаются, это вот такие резиновые надувные лодки. Когда пришла сюда большая вода, автовладельцы пытались спасти свои машины.
пока не перелилась через дорогу, уезжали куда-то на возвышенность, где по суше. Но хозяину вот этого автомобиля, к сожалению, не повезло. Видимо, он, скорее всего, не успел выехать до того, как уровень воды поднялся до критического. По словам наших ребят, которые сейчас занимаются откачкой воды отсюда, когда они сюда приехали, уровень воды был, как говорится, выше крыши. За работой следят местные жители, которым башкирские спасатели также оказывают всю необходимую помощь, в том числе делятся забродниками и помогают дойти до своего подъезда. Все молодцы, на 2 лодках привезли, увезли. Сейчас мы с дочерью приехали, хотим поменять вещи и так далее. Тоже пришли, помогли, сразу костюм дали. Как бы это очень приятно, это все радует. Хорошо, когда в трудную минуту есть у нас такие добрые соседи. Наводнение в мегаполисе было бы куда серьезнее, если бы большая вода не прорвала дамбу в Ворске, который находится выше по течению Урала. Приняв основной удар на себя, он спас столицу от крупнейшего потопа. Устранять последствия сводный отряд из Башкортостана будет до особого распоряжения. Что касается нашей республики, до наихудшего сценария половодья не дошло. Пик паводка проходит в эти дни, после чего большая вода начнет уходить. Ситуацию продолжают держать на контроле. Азат Садреев, Артур Хустундинов, Иван Шабрин. Итоги недели. Оренбургская область. Еще один знак большой заботы. На этой неделе в Башкортостан приехали почти 500 детей из Белгородской области. Такое решение после просьбы губернатора области принял Ради Хабиров. Школьники были разделены на 2 группы и размещены в оздоровительных учреждениях Илишевского и Абзелиловского районов. Для них организовали насыщенную образовательную и развлекательную программы. Для них организовано 5-разовое питание в день. До обеда они учатся на занятиях. Остальное время отведено на получение дополнительного образования, спортивные и развлекательные мероприятия. Все занятия, все уроки, которые касаемы культуры башкирского языка, родного края, мы все вот эти мероприятия проводят у нас педагоги дополнительного образования. Работают здесь работники у нас централизованной библиотеки. То есть очень много мероприятий, которые посвящаются нашему родному краю. И я думаю, будет это очень интересно, познавательно для наших гостей. Дети размещены в лагерях Орленок Илишевского района и Березка Абзелиловского района. На оперативном совещании глава республики поручил руководству муниципалитетов, которые принимают школьников, взять заботу о детях под личный контроль. Во время пребывания в Башкортостане дети познакомятся с местными достопримечательностями, природой, запланирована экскурсия в Уфу. Ориентировочно юные гости пробудут в республике до конца мая или начала июня. Нашла очень много общего, все добрые, дружные, кормят вкусно, конечно же, также комнаты очень комфортные. Нам ставили задачу более трепетно к ним относиться, заботливее, затем поставили цель их сплотить, сделать дружнее, чтобы был коллективизм такой небольшой, чтобы был дружный семейный очаг, так скажем. В Уфе дали старт акции «Зеленая Башкирия». По всей республике прошла первая высадка деревьев. В этом году на улицах города появится юбилейное число новых саженцев. Принять участие в высадке деревьев может каждый. Вся информация размещена на сайте Министерства природопользования и экологии, а также в телеграм-канале акции «Зеленая Башкирия». Одновременно с этим в районах и городах проходят субботники. Цель – привести в порядок общественные территории. Но не везде чистоту наводят одинаково хорошо. Речь в первую очередь о чиновниках. В некоторых муниципалитетах в спешном порядке пытаются решить вопрос с приобретением коммунальной техники для уборки улиц. Речь о тех районах, которые подверг жесткой критике глава республики. В некоторых, как оказалось, нет поливомоечных машин, а ведь деньги на их приобретение выделялись. Так кто все-таки упал в грязь лицом, расскажет Артур Шамсудинов. Если честно, не очень. И не только в центре, а и даже по переулкам есть грязные. Что смущает? Мусора много, песка много, гравия. Масштабной уборки еще не было. Хотя уже и снег давно растаял. Село Красная Горка, казалось бы, самое сердце райцентра, но и здесь улицы не блещут чистотой. Вдоль дороги на асфальте песок, после проезда машин пыль столбом. Ходила, когда на той неделе прям грязно было, да. По центру идешь и грязно. Сейчас чуть чище, но не прям, чтобы подсохло и уже чуть чище стало. Еще дождик то, что прошел, а так
Молодые мамы и вовсе вынуждены наглухо закрывать коляски, чтобы защитить от песка своих малышей. Все растаяло, пыль есть, поднимается, но с ребенком, вот с коляской закрыто, но невозможно пройти. А так, если бы машина была, то хорошо было бы. А как-то обязательно специально закрывается? Да, специально вот закрывается, чтобы пыль не попадала. Еще у меня старший ребенок, если он тоже уходит с садика, тоже глаза попадают, тоже трет постоянно, тоже не очень хорошо. Потом бывает загноение, конъюнктивит вылазит от этой пыли, тоже. А ведь уборка грязи и наведение порядка сейчас одна из приоритетных задач, стоящих перед главами районов, не так давно отметил Ради Хабиров. Залог успешной работы – наличие спецтехники. Несмотря на неоднократные предупреждения главы республики, в 4 муниципалитетах до сих пор нет поливомоечных машин. Называю Альшеевский, Зилаирский, Краснокамский и Нуримановский районы. Мне кажется, это стыдно должно быть. Во-первых, это было мое поручение. Во-вторых, если бы вы там блистали чистотой в этих ваших районах, может быть, я бы молчал, сидел. Александр Викторович, почему мое поручение выполняется? Причем тут указанным районам из бюджета республики выделялись бюджетные средства на закупку коммунальной техники в 2022-2023 годах. Несмотря на потребность полиомоечной техники, контракт на ее поставку не заключались. Почему? Это обязательный элемент нормального, цивилизованного управления жилищно-коммунальным хозяйством района. Основной инструмент очистки дорог – щетка, которую на время уборки цепляют к трактору, рассказали в администрации Нуримановского района. Именно на эту колесную технику там и сделали ставку. В 2022-м закупили 2 коммунальные машины. В прошлом году в парке муниципального ЖКХ появился грейдер. В скором времени, после критики Радия Хабирова, судя по всему, будет и поливомойка. Сегодня состоялось как раз-таки совещание, на котором было принято решение рассмотреть вопрос о приобретении поливомоечной техники в лизинг. Как раз таки мы совместно с Министерством ЖКХ будем рассматривать варианты, чтобы это было недорого и не накладно для ее содержания, для муниципалитета, чтобы она справлялась полностью. Впрочем, и наличие такой техники еще не показатель качества уборки. В некоторых муниципалитетах, в том числе и в отдельных районах Уфы, Ради Хабиров отметил низкую готовность коммунальщиков к весенне-летнему сезону. По результатам повторного мониторинга установлено, что в Туймазах, а вот еще Советский район, состояние уборочной техники не изменилось. Готовность к весенне-летнему сезону остается низкой. Коллеги, я же не шутка это все говорю, это ваша обязанность. Это и вопрос здоровья, это вопрос, если город чистый, это значит, что управленческая команда работает хорошо и слаженно, что глава понимает задачу руководителя муниципального образования. Есть и положительные примеры. В городе Учелы с началом весенне-летнего сезона, помимо субботников, каждую неделю проводится акция «Санитарный четверг». Это день, когда работники предприятий, школьники и студенты выходят на улицы, чтобы сделать их чище. Весной, когда скажем так, зимние наши неприятности все выходят наружу, хочется, конечно, помочь городу, и сами, живя здесь, хочется в чистоте жить. Поэтому наш коллектив никогда не остается в стороне. Мы выходим, дружно работаем, дружно потом отдыхаем. Схожая традиция сложилась и в Бурзянском районе. Правда, там всеобщим уборочным днем принято считать пятницу. Жители следят, чтобы один из самых живописных райцентров республики не ударил в грязь лицом. Мы себя позиционируем как район для развития внутреннего и въездного туризма. Поэтому мы организуем у себя акции. Во-первых, это, конечно, чистые пятницы. Кроме того, особенностью нашего района является то, что мы проводим акцию «Чистые обочины». На закрепленных участках вдоль дороги республиканского значения, межмуниципального значения мы также организуем уборки того мусора, который остается, к сожалению, после того, как сходит снег и после посещения нашего района, наверное, нашими гостями. Пока одни чиновники, что называется, пускают пыль в глаза, другие убирают ее с улиц. Грязь, в особенности песок, которым посыпают дороги зимой, имеет свойство накапливать тяжелые металлы. И это небезопасно для здоровья. На следующем оперативном совещании главам администрации проблемных муниципалитетов придется держать ответ. Почему они не позаботились об уборке должным образом? Артур Шамсудинов, Дилия Махмутова, Роберт Давлетбердин и Ильдар Давлетов. Итоги недели. Республика готовится к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия состоятся во всех городах и районах республики. В Уфе на проспекте Октября пройдет традиционное торжественное шествие. Ради Хабиров призвал глав муниципалитетов быть бдительными и совместно с силовиками обеспечить безопасность во время праздников.
К сожалению, с каждым годом остается все меньше тех, кому мы можем сказать слова благодарности. Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дожившие до наших дней – это долгожители. Кто-то на подходе к столетнему юбилею, а некоторые уже перешагнули этот вековой рубеж. Тему продолжит Анастасия Чебаева. Сейчас я не считаю, что я живу. Я считаю себя на положении кота. Когда образовался Советский Союз, ей было уже 3 года. Конституцию страны написали незадолго до ее совершеннолетия. Она помнит принятие пакта о ненападении. А свою первую и единственную любовь Лидия Бажанова встретила вскоре после Советско-финской войны. Фраза «любовь с первого взгляда» для нее не просто слова. Я стою, жду маму. Он проходит мимо и говорит: скучаете? Не ваше дело. Он ушел к своим солдатам, я осталась на дороге и говорю: вот за этого человека я выйду замуж. И сама себе говорю: дура, что ли? Человек уже ушел. Через неделю он меня нашел. Сиду, читаю книгу на скамеечке. Вот хитрунья где-то прячется, а я тебя целую неделю ищу. Всю отечественную Лидия Бажанова проработала учительницей, на фронте не была, но война все равно нанесла ей рану, которая не зажила до сих пор. С мужем прожили несколько лет, родили 2 детей. В 43-м он ушел на фронт, а уже в 44-м она держала в руках похоронку. Мы ходили в кинотеатр смотреть вот передачу эту «Фронтовые». И вдруг на Курской дуге выбегает человек с гранаты. Вы знаете, я чуть не упала, это был мой муж. Ну ведь 1 секунда. А живу я с этой картинкой. Замуж Лидия Петровна больше не вышла, не могла представить рядом с собой больше никого другого. А вот Гаяна Салихова в 44-м только отправили на фронт. Мальчику не было и 18. Война для него не закончилась и в мае 45-го. 8 лет прослужил в армии. Участвовал японцами только. Китайская земля оккупирована японскими войсками. Вот мы их освободили. На войне получил осколочное ранение, вернулся домой, женился. Супруга мечтали о большой семье, родили 3 детей, но вскоре жена умерла. Все заботы по дому оказались на нем. Но трудности Гаяна Салихова не сломили, и даже на подходе к 100-летнему юбилею у него хорошая память, светлый ум и еще есть силы на спорт. Вот только точный возраст стал подзабывать. Я говорю, 97, говорят, 98, говорят, уже у тебя. Ходить надо, заниматься надо, физзарядка шлать надо. Через месяц мне повестка и меня забрали. Мне еще 18 не было. Мужеством и самоотверженностью в годы войны поражали и женщины. Казалось, еще недавно Феодосию Пашину Ради Хабиров поздравлял с 95-летним юбилеем, обещая приехать уже на вековой. Так и случилось. Феодосия Митрофановна, здрасте. Помните меня? Да. Ну что, с юбилеем вас, Феодосия Митрофановна. Я вот еще хотел наградить вас орденом. Вот за вашу службу, за вашу жизнь. Это орден генерала Шаймуратова. Вам на память я это вручаю, пожалуйста. Вот, держите. Молодую девчонку направили на фронт медсестрой. Феодосия Митрофановна участвовала в сражениях по освобождению Украины, Молдавии, Бессарабии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Победу встретила в Берлине. Сейчас она единственный ветеран Великой Отечественной войны в Мейкинском районе. Вот обещание сдержал. Но это большое чудо, и это здорово, что вот Феодосия Митрофановна, 15 по-моему, января исполнилось 100 лет. В хорошем настроении Феодосия Митрофановна. Мы честь и слава этому поколению. Но я ей пообещал, сказал, на 105-летие тоже готов приехать. Лидии Петровны этот рубеж уже взят. Невероятная цифра. Она часто вспоминает о прошлом, словно перелистывает страницы ей уже написанной книги. И в такие моменты у нее невольно вырываются слова любимой песни, которую она напевает вот уже 60 лет. Я люблю тебя жить, хоть само по себе. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Анастасия Чебаева, Шамиль Каримов, Виктор Миренков. Итоги недели. Неделя была насыщена и на другие события. В Уфе, например, возведут Центр прогресса бокса и Академия тенниса. А в Стрельбашевском районе уже этим летом распахнет свои двери филиал парка «Патриот». Об этом и не только расскажет мой коллега Руслан Батаргариев.
Свой горнолыжный курорт появится в Миякинском районе. Часть инвестпроекта, который включен в перечень приоритетных, уже реализована. Открыто кафе, работает станция проката инвентаря. С дальнейшими планами местного предпринимателя на этой неделе ознакомился Ради Хабиров. Глава республики в ходе рабочей поездки также посетил завод по изготовлению металлической продукции, центр комплексного обслуживания и площадку предприятия, отвечающего за содержание сетей водоснабжения и улично-дорожной инфраструктуры, а также за благоустройство населенных пунктов. Благоустроенные парки, дворы и улицы 17 городов республики признаны комфортными для проживания. Минстрой России представил результаты индекса качества городской среды за 2023 год. Согласно им, целевой показатель в регионе составил 81% из требуемых 80%. По указу президента России такой результат должен быть достигнут к 2030 году. Башкортостан пришел к цели на 6 лет раньше запланированного. 300 детей в смену сможет принимать после реконструкции бывший детский оздоровительный центр «Орленок» в Стерлибашевском районе. Для отдыхающих этим летом он распахнет свои двери уже как обособленное подразделение парка «Патриот». А пока там ремонтируют существующие здания и возводят новый модульный корпус. Отопительный сезон в Уфе завершился, он продлился 194 дня, что на 16 суток меньше, чем в предыдущем году. Ресурсоснабжающие организации подвели итоги работы в зимний период. Отопительный сезон прошел штатно даже на фоне коммунальных аварий из-за непогоды в других регионах. В Башкортостане количество происшествий не превысило многолетние значения. На этой неделе Уфимская служба речных переправ открыла навигацию. К местам постоянной дислокации на этот сезон отправились сразу 5 теплоходов. Они будут переправлять с одного берега на другой пассажиров, в основном садоводов. Также запущен внутригородской маршрут водного транспорта общего пользования Сипайлово, Зеленый мыс, Сипайлово. В республике появится День национального танца и заработает новая программа поддержки изготовителей этнических костюмов и украшений. Об этом заявил Ради Хабиров во время празднования Дня национального костюма. Он поздравил с этим событием жителей и пообщался с мастерами, а также вручил награды и звания ремесленникам и ученым из этой области. В Башкортостане возведут Центр прогресса бокса и Академия тенниса. Ради Хабиров принял участие в церемонии установки памятного знака в честь основания нового спортивного объекта. Построят его на территории парка Якутова. Это будет крупнейший объект по данным видам дисциплин. Аналогично есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Впрочем, не всем для поединков нужны такие масштабные объекты. В Бишбулякском районе местные жители стали очевидцами ожесточенной схватки двух сурков. Грызуны были настолько увлечены поединком, что не обращали внимания на стоящую в 3 метрах машину. Сурки совсем недавно проснулись, и очевидцы, по всей видимости, стали свидетелями боя за территорию между двумя самцами. Ну и в продолжении темы поединков триумфом спортсменов из Башкортостана завершилась Ночь чемпионов Международной ассоциации бокса в Уфе. Это крупное мероприятие прошло в городском дворце спорта. Участником главного события вечера стал представитель республики Артур Субханкулов. Он сразился за пояс чемпиона Европы с соперником из Румынии. В предварительных боях на родной ринг вышли еще 2 башкирских боксера. Артем Кочешев расскажет подробнее. Крупные события из мира профессионального бокса еще недавно были для Башкортостана редким явлением. Но за последние несколько лет в столице республики прошло сразу несколько поединков мирового уровня. Ночь чемпионов Международной ассоциации бокса привлекла к себе обширное внимание. В прямом эфире бои в Уфе транслировались на федеральном телевидении. В зрительном зале за ходом состязаний наблюдали президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, который возглавляет Федерацию бокса республики. Из 7 поединков в 3 принимали участие башкирские профессионалы. Первым из них в ринг вышел Бекхан Исраилов, одолевший Нурсултана Аманжолова из Казахстана. Бой был очень тяжелый, непростой. Первый бой мой по профессионалам, и чувствовал, что не 3 раунда так
что сил надо чуть очень тяжело в концовке. Тяжеловато было, но через «не могу» концовку раунда старался забирать. Пристальное внимание зрителей было приковано к 3 основным поединкам вечера. В первом из них на ринг вышел российский боксер Павел Сосулин, обладатель пояса чемпиона Европы по версии IPA в первом среднем весе. Непобежденному россиянину противостоял Улугбек Сабиров из Узбекистана. 25-летний боец по прозвищу «Храброе сердце» был назначен на бой в самый последний момент. Изначально оппонировать Сосулину должен был представитель Конго Эмани Коломбо, затем американец Питер Добсон. Таким образом, Сабиров стал уже 3-м в очереди. Россиянин на протяжении всего боя имел уверенное преимущество и одержал победу единогласным решением судей. Я хочу им сказать большое спасибо за то, что, во-первых, вышел на коротком уведомлении, на этот бой, а во-вторых, за то, что он такой бой мне хороший дал. Я давно хотел именно вот на 8 раундов с такой очень хорошей позицией побоксировать и себя в том числе проверить. Следом на ринге прошел 6-раундовый рейтинговый бой между Данисом Габдрафиковым из Башкортостана и бронзовым призером чемпионата мира, двукратным чемпионом Азии Бабоусмоном Батуровым из Узбекистана. Данис несколько раз отправил соперника в нокдаун. Тем не менее, Батуров выстоял все 6 раундов. В результате победа Габдрафикова единогласным решением судей. Слишком, я считаю, было много возни. Как бы это был план, я смотрел его, готовился к нему. Я знал то, что он грязный соперник сам, и если с ним грязь не делать, то он бы выглядел лучше меня. И пришлось на его грязь отвечать с тоже грязью. В главном событии вечера боксер из Уфы Артур Субханкулов встретился с оппонентом из Румынии Джеймсом Череджи. 32-летний легковес из Башкортостана к бою с опытным соперником готовился в Австралии, так как является спарринг-партнером бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. Череджи сумел составить Субханкулову хорошую конкуренцию. В 5-м раунде оказался в нокдауне, однако сумел восстановиться и довести бой до конца. Впрочем, все судьи отдали победу Артуру Субханкулову. Столько эмоций меня переполняет. Завоевал все-таки этот пояс. Бой дался мне тяжело. Сказывается длительный простой. Последний бой я проводил в прошлом году в июне месяце. Плюс акклиматизация далась тяжело. Я думал, будет легче. Но все-таки я справился. Хотелось, конечно, бой провести более ярко, но получилось, в принципе, думаю, тоже неплохо. Победа в этом бою принесла Артуру пояс чемпиона Европы по версии IBA. В профессиональном боксе это первое столь серьезное достижение уфимца. Вдвойне приятно добиться такого результата на глазах родной публики. Субханкулов остается непобежденным и вправе рассчитывать на еще более серьезный вызов в карьере. Артем Кочешев, Артур Курбанов. Итоги недели. Уфа. Такой была уходящая неделя. Спасибо за внимание. Оставайтесь в курсе новостей вместе с телеканалом БСТ. До свидания.